Hayırlı olsun sevgili seyirciler. Gagauzya Günü'nden programması bugün çıktı Garita'nın stüdyasından. Bolnarus Valkaneş kasabasında hem büyün lafımızı götüreceğiz istoriya araştırmaları için. Valkaneş kasabanın yaşayanından cümle aktivistinden Vadim Шиниклян. Добрый день, Вадим Николаевич. Zaman hayırlı olsun. Благодарю вас за то, что вы согласились с нами сегодня побеседовать и нашим телезрителям рассказать о той поисковой деятельности, которой вы на протяжении уже долгих лет занимаетесь. Но мне бы сегодня хотелось начать нашу беседу с того, что откуда, чтобы вы рассказали, откуда у вас вот это желание искать историю, находить что-то интересное и добиваться вот этих документов, которые до сих пор не были в открытом доступе. Ну, я хочу начать с того, что это бессмертный полк моей семьи, и именно в память моих дедушек, это по маминой линии, Шиник Дмитрий Викторович, это папин отец, Бербек Евгений Спиридонович, это два брата дедушки. Они все воевали. Еще с молодости дедушки часто рассказывали о войне, как бы с неохотой, но я именно пропитался этим патриотизмом именно благодаря дедушкам моим. И поэтому долгое время занимался политикой, так скажем, потом отошел от этого дела, решил, что лучше дать себя истории. Она меня затянула. Начал с 26 ветеранов вообще свою, как бы полк был, конечно. Сейчас на данный момент у меня книга, кстати, вот скоро выйдет в тираж. Это обложка будущей книги. Сюда вошли 3880 наших вулканических соотечественников, пропавших на той Великой войне, погибших и живших. Скажите, пожалуйста, а сегодня архивные документы, вся переписка, все в открытом доступе? Где вы ищете? Какие электронные, может, источники? Есть, может, сайты, есть два помогают? сайта. «Память народа» и ОМД, так сайт называется. И плюс еще есть «Подвиг народа». Этот сайт работает напрямую в Туле музей воинской славы. Также я, получается, в процессе своей работы 50 человек увековечил уже и там в Туле, в мемориале славы. Также есть наши соотечественники. К сожалению, я сам, и нет возможности всех увековечить. Потому что у меня на сегодняшний день вот в фотоархиве моем 280 наших Вулканецкого района ветеранов войны. То есть вы даже фотографии этих людей Да, нашли? вот это я сейчас покажу. Вот это, это, к сожалению, на злобу дня нас заставили. Это, получается, отец Людмилы Алексеевны Лощеновой. Он был комендантом в селе Калибаш, в 1944 году назначен. Это наш тоже вот вулканежский Карман Георгий Пантелеевич. То есть их у меня на сегодняшний день 280 человек. А сколько из числа тех, которых вы нашли, без вести пропавшие, люди не знали о том, где они пропали, где они, может, похоронены, может, не похоронены? Есть таких 5, вот я на сегодняшний день нашел 5 человек. Фотографии, к сожалению, пока родственники не предоставили, но их 5. Последний был у меня, я потом вам в электронном виде дам. Последний был у меня случай, что женщина выставила просто информацию о своем отце, и мне, так как я занимаюсь этим, я просто написал ей, я говорю, извините, а почему его нет у нас в полку? Потому что я знаю, что женщина с Вулканеш. Она мне рассказала историю всю, я, конечно, его сразу взял в вооружение, и она обратилась ко мне и говорит, а вот вы знаете, мой дядя, получается, отца, брат, мы до сих пор не знаем, где он. Я подключился, это буквально вот 1,5 месяца назад было. Я нашел могилку в Пруссии, и номер могилки, и даже на плите высечена его фамилия. Они считали, что они без вести пропавшим. И вот когда это уже 5-й случай случился, я уже тогда понял, что не зря живу, потому что именно радость этих людей надо видеть, вот это выражение лица. А откуда у вас вообще это желание искать и находить? Это же на самом деле очень кропотливо. Это кропотливо, много очень времени отнимает.
Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить супругу за то, что она меня терпит, потому что это реально, нереально времени много уходит на это все. У супруга терпеливая, понимает меня, Поддерживает, поддерживает, ваших да, потому что на самом деле это очень трудно. Помимо того, что вы разыскиваете, ищете и добиваетесь, находите этих людей, которые и без вести пропавшие, и вообще выясняете судьбу тех людей, которые служил, вернее, воевал, принимал участие в этой войне, вы еще занимаетесь другой поисковой работой и интересуетесь историей нашего края. Что было сделано в этом направлении, откуда это желание? И кто вам помогает в этом? Ну, в этом сейчас есть мысль о том, что в Гагаузии создать поисковое движение или историческое, вот как бы мы думаем сейчас над названием. У нас, получается, вот в принципе все, кто занимается поисковой работой активистов, Валентина Шоглу, Куроглу, мы решили создать такое общество, и чтобы все вместе как-то друг друга дополнять, помогать друг дружке. И, скорее всего, это будет как бы историческое наследие. И мы хотим открыть ассоциацию на базе региона именно по этой теме. Потому что на самом деле, почему я глубже еще решил нырнуть, в процессе последних событий, когда начали обвинять, что мы приезжие, мы не знаем что, хотя это в корне неправда. Даже в Вулканештах, вот возле сельхозтехники, было найдено в 13-14 веке поселение Гумилицы. То есть уже сказать о том, что кто-то куда-то приехал, уже неправда. Да, там, может, не назвались гагаузами, но во всяком случае здесь люди жили. Поэтому это и то же самое во всей нашей Буджаке. Потому что плечевые племена уходили, приходили, но люди здесь жили. Насколько для вас важно, чтобы вот эта история доходила до подрастающего поколения? Вот это моя больная тема вообще. Я уже 2 года пытаюсь кружок открыть, именно поисковый кружок, привлечь внимание желающих где-то к этим заняться, научить, показать, где сайты, где архивы. Ну, то есть себе, так скажем, передать свое умение деткам. Оно им в жизни пригодится в любом случае. Потому что это очень интересная тема. К сожалению, время упущено очень, очень большое. Когда было старшее поколение, легче было все собирать. Сейчас его нету. Вот даже вот сейчас, когда праздник был здравоохранения, я собрал полностью плеяду всех наших врачей Вулканешского района. Об этом мы с вами подробнее поговорим, Вадим Николаевич, но я бы все-таки хотела уточняющий еще один вопрос. Насколько сегодня охотно дети хотят заниматься этой поисковой деятельностью, потому что сегодня каждый, можно сказать, ну не каждый второй, каждый ребенок прекрасно владеет компьютерами, у него есть возможность сегодня в свободное время не просто сидеть, заниматься, тратить свое время не туда, куда надо, я имею в виду на игры понятно. по компьютеру, но просто заняться и интересным, и полезным делом, а может найти какой-то уникальный, я не знаю, какие-то уникальные факты и помочь в этом в издании вот такого интересного труда. Мы сейчас очень тесно работаем с гимназией имени Руденко. У нас очень много уже совместных проектов совместно с детками. Я вижу, что эта тема детям интересной истории. Просто очень важно, чтобы педагог правильно преподнес ребенку. Допустим, я не педагог, но есть к кому обратиться, и совместно мы можем это сделать. Потому что есть детки именно интересующие историей. Это в каждом ребенке, не зря же говорят, есть своя изюминка, ее найти надо. Вот наша цель взрослых – найти в каждом ребенке ту изюминку, которая ему интересна будет. И такие детки есть, я больше чем уверен, потому что в каждой школе есть учителя истории, которые точно скажут, что вот, допустим, он потянет, не потянет. И, по крайней мере, потихонечку, вот как раньше было, ну, как Хая в то время Советский Союз, но вы же помните сами, что была у нас зорница, была начальная военная подготовка, то есть был интерес еще с тех пор. Сейчас, к сожалению, всего этого нету.
А патриотизм у детей надо возрождать и начать с чего-то. Да, воспитывать детей надо и Ну, в есть. рамках патриотизма именно. Скажите, пожалуйста, возвращаясь немножко обратно, Мгм. что войдет, вот эскиз этой книги мы видим, а что войдет в эту книгу? Какие поисковые Там, документы, получается, фотографии? очень много будет богатый фотоархив ветеранов, документов. Также 25 рассказов детей, внуков, именно каждый о своем герое. Там будут и подпольщики, там будут и медработники, ну, которые уже впоследствии остались. То есть там я собрал именно рассказы родственников, так скажем, о своем герое. И очень много информации уже, и довольно-таки оно в виде таблицы будет именно список, перечень, 3800 фамилий, как я раньше говорил. Там будет указано, где захоронен, где похоронен, где пропал без вести. То есть вот краткая информация. А вот ваши поисковые работы показали, я не знаю, есть в Вулканештах захоронения какие-то такие? В Вулканештах есть два захоронения. Одно на станции, к сожалению, оно осталось сейчас на территории Украины, когда эту зону меняли, памятник остался на станции. У нас была Светлана Георгиевна Каркелан, надо отдать должное этой женщине, она покойная, к сожалению. Она была пионером поискового движения вообще в Вулканештах. Она также обнаружила вот наш знаменитый бой Ананьева Никутова и наш мемориал в честь него. И вот она именно нашла место падения самолета, шасси самолета. Оно сейчас находится в музее. И также у нас очень была развита Говновская вулканическая подпольная группа. То есть тоже о них будут рассказывать. Там довольно-таки очень интересно все. И небольшой экскурс будет история Вулканешт. История Вулканешт. Про историю Вулканешт я хочу немножко поподробнее остановиться. Вы начали собирать историю, связанную с медициной в городе Вулканешт, с больницей первой, с первыми медицинскими работниками. Почему именно сфера медицины? И у меня очень было, ну, как бы сподвигло то, что здравоохранение, когда был праздник, и мне стало реально непонятно, почему именно плеяду первых врачей, у нас их трое осталось сейчас в Вулканештах, почему о них никто не говорит, нет, как бы забытые остались люди. И у меня возникла мысль взять у них интервью, ну и так как они уже пожилые и как бы скованно чувствуют перед камерой, я просто записал на диктофон и потом в виде слайдов сделал небольшой монтажик и выпустил это интервью. И вот поэтому как бы сейчас даже есть мысль обратиться в городской совет и примарию и все-таки дать почетного гражданина этим трем замечательным нашим врачам. Что интересного вы нашли в поисковой своей работе относительно здравоохранения? Ну, я нашел первые фотографии именно врачей, с чего начиналось. Также вот, получается, я собрал всю цепочку главных врачей районной больницы, начиная с 1947 года. В 1947 году? То есть, получается, Харитонова Вера Васильевна, сейчас я вам покажу, она была первый врач. Сейчас, 2 секундочки. Вот относительно зданий, где Сейчас находилась я все первая расскажу. больница? Вот Харитонова Вера Васильевна и Карпова Зоя Дмитриевна. Вот они были первые врачи в Вулканештах. Это фотография какого года? Это 80-х лет, это первый учредительный съезд ветеранов войны. Войны и труда. И труда, да. Вот. А кто-то из этих первых медработников сегодня живет? Вы сказали, трое. Трое, вот у нас сейчас Гуд Марья Станиславовна, вот она. Сколько им лет сейчас? Ой, Марья Станиславовна, ей 80, так, сейчас. Нет у меня год рождения, кстати. Но она в 1957 году начала учиться и вот до конца проработала детским врачом. Вот Марья Станиславовна Гуд, детский педиатр. Красничок Елизавета Васильевна, к сожалению, умерла в этом году. Ткаченко Людмила Игоревна, она живет, она прикована в постели, тоже лежачая. И Анафрей Калина Константиновна, она была фельдшер скорой помощи. Она живет, женщина. Кстати, у нее звание есть по Гагаузии, что почетный гражданин Гагаузии.
но, к сожалению, у этих людей нету почетного гражданина Вулканешт. Вот с чем я сейчас стараюсь как-то сдвинуть это с мертвой точки. Я считаю, что именно эти достойные люди уважения. А что интересного по зданиям больницы вы нашли? По зданиям больницы Потому вот что я очень не интересно. зря задаю этот Да. вопрос, потому что, например, в городе Камрате здание районной больницы, одно из самых старых зданий вообще, которое было расположено в городе Камрате. Тогда там было другое заведение, потом спустя почти век там сейчас располагается больница, поэтому вот история таких вот зданий тоже очень уникальная и интересная. Да. На самом деле так и было. И не зря еще задаю, потому что нам сегодня буквально стало известно, что там, где расположена в Вулканештах сейчас художественная школа, тоже когда-то была или поликлиника, или больница. Вы сейчас расскажете нам, владеете ли вы этой информацией, да, что интересного нашли? По истории больницы, что интересного нашел, что в 1939-1940 году, когда были, к сожалению, репрессии, там был купец Вулканешский Анафрей, и получается, что вот эти все старые здания принадлежали и его семье. Сейчас, получается, перед больницей Макси-дом, вот, оптовый магазин. На том месте раньше тоже была роддом и больница. Как я нашел в документах, что это был зал приема. Это его потом достроили, реконструировали, но первоначально он был как зал приема. То есть, если посмотреть по массовости, по количеству этих зданий и все, уже понятно, что человек был не последний. Говорить о репрессиях я вообще не хочу, потому что это закрытая тема, и мы ее не поймем вообще на самом деле. И вот получается в 1947 году, уже после освобождения, в одном из этих домиков открылся первый ФАП. Он был как в виде маленького здания. И потом в процессе всю территорию передали уже в больницы. Вот получается, что в 50-м начала строиться наша больница Вулканешская, и в 57-м они уже как бы первое здание уже было сдано в эксплуатацию. Это та больница, которая районная больница? Да, там? вот то, что сейчас уже. Ее начали строить, она долго строилась, потом ее сдали в эксплуатацию. У меня в соцсетях я открыл страничку именно Золотой фонд здравоохранения, там очень богатый архив, фотоархив собранный. И там же интервью, вот как я говорил, с людьми. Вадим Николаевич, а если возвращаться к моему вопросу, вот в здании, где сейчас расположена художественная школа, там была поликлиника, больница? Там была поликлиника. Первоначально, вот Георгий Иванович дополнит, он даже очевидец. Я, к сожалению, не поймал. Я поймал момент, когда вот за 5-й школой там была молочная кухня. Вот там тоже была первая больница, кстати. Оно сейчас развалили, это здание, но вот на том месте молочная кухня. То я застал, как-то даже сыну брал молочные продукты. Смеси, да. Да. Здесь я не застал, но я слышал от дедушки, слышал от старых людей, что да, действительно там была первая поликлиника, как бы. Вадим Николаевич, что вас наталкивает на то, чтобы вы искали и находили? Сколько времени вы уделяете на это? И как часто вам приходится, вернее, как часто вы находите какие-то уникальные документы? Потому что если вот по сути взять вот эта история здравоохранения, практически 3 человека, 3 очевидца только остались. Ну вот по крупинкам и собрали, потому что сейчас я вам даже покажу. Так, где оно? Я сейчас в архиве уже в районном лазил и нашел вот документы 57-го года, именно штатное расписание больницы. 57-й год. 50-й, 54-й. Это получается 73 года Да, назад. то есть здесь уже видно документы. цепочка, кто начинал, главврачи и сами врачи. 1954. Я говорю, вот 54-й, здесь, 50-й, вот я февраля. не помню, какая из них, 50-й, 54-й. А вы потом хотите издать этот труд по здравоохранению или что? Что это будет? Ну, я тоже видел в виде брошюрки, я даже предложил больнице.
стенд сделать. При больнице стенд, именно в знак благодарности этим людям. И как бы мы поговорили уже с заведующей, она согласилась. Я думаю, что правильно будет, оно должно быть у них, как бы это их история, они должны знать. И кроме этого продублировать и в музее. Нашли вы архивы, сказали, я полез в архивы и вытащил с архива. Насколько сегодня открыты архивы и сохранились ли эти все документы в архивах? В нашем архиве района. Наш архив это где? Наш архив района на первом этаже, он довольно-таки интересный. Первый этаж райадминистрации? Первый этаж администрации. Начинаются документы с 1947 года. Я вот, к сожалению, ту папочку хочу обязательно открыть, но нужно подготовиться более серьезно, взять перчатки, потому что все-таки старые документы, там более надо аккуратно поработать. Но есть мысль, что обязательно вот эти период 47-50 хочу проработать, потому что там я уверен, что там много интересного. Хотите взять перчатки с точки зрения безопасности или Нет. просто документы ветхие вы не хотите, Да, не боитесь их с точки зрения именно сохранить документ, потому что я говорил с многими поисковиками, и мне просто рекомендовали, что все-таки время прошло, и аккуратно, чтобы перелистывать. Вадим Николаевич, может, я вам сейчас с моим вопросом еще и подам идею, а не приходила ли в голову мысль, вот вы говорите, я хочу залезть сейчас в папку 47-го года, чтобы увидеть своими глазами, и чтобы дать возможность другим увидеть сразу, фотографировать. Конечно, наверняка эти документы очень ветхие, и через сканер никто не сможет их провести, но просто сфотографировать, а потом вот опубликовать. А я так и делаю. Да, опубликовать, чтобы они были во всеобщем доступе не только для жителей Вулканешт, но и для так всей и делаю, Гагаузии. меня очень просят, мне, слава богу, что меня как бы в соцсетях многие увидели, пишут мне благодарность за мою работу. Что касается здравоохранения, эти документы уже в альбоме. То есть я так и делаю, я фотографирую аккуратно на высоком разрешении и ставлю соответствующий альбом. Вы сказали, есть отзывы в социальных сетях. Я не знаю, предлагал ли кто-то заняться более обширным поиском, допустим, не только в рамках Вулканешт, города Вулканешта, но Вулканештского района, а может быть и всей Гагаузии? Ну, всей Гагаузии, я же вам чуть раньше говорил, вот Валентина Шоглу, Куроглу, как бы мы об этом говорили, чтобы у нас мысль именно восстановить и весь период истории Буджака. И как бы вот в этом рамке мы хотим собраться, именно подумать, как это сделать правильно. Вы сегодня один в своей поисковой работе по Вулканешту, правильно я поняла? Никто вам не помогает? Нет, абсолютно на голом энтузиазме, к сожалению. Хотя давно обращаюсь именно как бы мысль, чтобы хотя бы кабинет дали. У меня сейчас появилась идея при библиотеке открыть, так скажем, этноуголок в виде музея. Именно чтобы показать самобытность Гагаузы. Ну, по примеру Чешмекёя. Потому что я думаю, что тоже правильно. Вот тоже уникальная фотография. Это наш знаменитый Хаджинедов. У нас стоит памятник, долго он не был виден, он находится, черный обелиск мраморный. Это первый примар Вулканешта. Да. И тоже интересная судьба у него. Вот это его две родные сестры и две жены его. Получается, старшая сестра умерла Тифа, и он через год женился на младшей сестре. Вот как бы и захоронены все троем в одном месте. А жители города знают об этом? Ну да, мы открытие делали, мы ко дню города увековечили, сделали фотографии на обелиске. Сейчас есть решение совета, чтобы сделать доступ к памятнику, что оно, к сожалению, осталось в огороде у людей. То есть тоже вот стараюсь все, что касается города, цепляюсь за все. А вообще идея поисковой работы, когда у вас возникла? Когда вы начали задаваться вопросом своих дедушек или что? Ну, вообще, оно пришло как-то спонтанно даже. Года 3 назад, когда появился только первый бессмертный полк в России, мне стало непонятно, почему в Вулканештах этим никто не занимается. И вот как бы старт был именно отсюда.
Я подошел, тогда была Нина Михайловна Бакаянова, председатель Совета ветеранов. Я подошел к ней, и она мне показала, что вот я же говорю вам 27 фотографий, все, что было, они тоже здесь, потом, если надо будет, я покажу. А в издании книг кто вам помогает? Помогает кто-то или сам за свои средства? Опять сам за свои средства. Бегаю, сейчас вот подписал договор с издательством, чтобы сделать 2 сигнальных номера. И потом, надеюсь, подойду к новому Башкану, в исполком за помощью. Надеюсь, что люди, которых вы перечислили, увидят нашу программу и, кто знает, может, протянут Ну, вам мы доносим, до донесем. вас руку помощи, и все ваши труды и старания не останутся просто на бумаге, но будут доступны всем жителям Гагаузской автономии. И кто знает, может, среди этих жителей еще найдутся энтузиасты, которые в своих населенных пунктах начнут или занимаются, но не знают, что вот есть, можно заниматься и публиковать свои потом вот эти, то, что ты нашел, и то, что лежало годами, может, веками в архивах, и сегодня их можно открыть. Вадим Николаевич, я благодарю вас за то, что вы согласились с нами сегодня встретиться, побеседовать, рассказать. И что бы вы хотели сегодня Пользуясь случаем, сказать жителям Гагаузии? пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям Гагаузии. Не зря говорят, что тот народ, который не знает свою историю, он просто исчезает. Поэтому, если у кого-то есть старые фотографии своих героев, особенно Великой Отечественной войны, Первой мировой войны, можно это как-то связаться с каждым музеем, у каждого населенного пункта есть. Если касаться Вулканевского района, то, конечно, было бы неплохо ко мне, чтобы обращались. Я в соцсетях открытый. Также, кого интересует, я могу помочь в поисках пропавших и по поиску информации. Поэтому это очень важно знать именно свои корни и свою историю. Спасибо, Вадим Николаевич. Saygılı seyirciler, ben tebrik aklınıza getiririm. Hani Gagauzия günden programması bugün bulunur Valkaneş kasabasında. Hem bizim oldu kısmetimiz bugün laf etmeye bir araştırıcıyla Vadim Şinnik'le angısı kendi kasabasının yaşayanlarını, kendi kasabasının historiyasını, Bucan historiyasını açıklayır hem kiyat tiparlama savaşır. Size de sağ olasınız diyelim sevgili dostlar. Hani bugün bizimle birlikteydiniz. Kalın sağlıcakla. Gelen buluşmaklar adın Garta kanalında.